4 марта – это Международный день борьбы с вирусом папилломы человека. Этот день во всем мире прошел с теми или иными, скажем так, акциями. Вирус папилломы человека – это вирус, который в 100% случаев вызывает рак шейки матки. Сразу хочу успокоить всех женщин. Не значит, что если у вас есть вирус папилломы, у вас будет рак, но если есть рак, и когда мы исследования проводим, то в 100% случаев рак вызван вирусом папилломы человека. Существует около 150 типов вируса папилломы человека, и только 15 из них вызывают рак шейки матки. Из этих 15 самыми агрессивными являются 16 и 18 тип. То есть те типы, которые вызывают непосредственно онкозаболевания. В мире ежегодно регистрируется 500 тысяч новых случаев рака шейки матки. И вот Всемирная организация здравоохранения очень активно ведет работу в этом направлении. На сегодняшний день абсолютно доказано, что это единственное заболевание, онкологическое заболевание, которое можно профилактировать. И профилактировать его можно двумя путями. Это проведением скрининга и проведением вакцинации. Относительно вакцинации, значит, существует несколько вакцин. Есть двухвалентная вакцина, которая направлена против 16-18 типа, и квадривалентная вакцина 16, 18, 6, 11 типы. Вот в нашей стране планировалось и планируется, я думаю, провести эту программу по вакцинации, потому что это действительно работает, это действительно такая хорошая, действенная вакцина, которая себя хорошо зарекомендовала во многих странах. Вакцина молодая, ей всего 15 лет. С 2002 года она активно используется, и с 2006 года она используется на территории Российской Федерации. Есть очень много разных споров по поводу этой вакцины, но хочу сказать, что нет абсолютно доказательных данных, что эта вакцина имеет какие-либо грубые побочные эффекты. То есть не более, чем какая-либо другая вакцина. Если эта вакцина будет внедрена в программу в нашей стране, она будет носить рекомендательный характер на добровольных началах. И самое-то главное, кто должен вакцинироваться? Вакцинируются девочки до встречи с вирусом, то есть до начала половой жизни. В нашей стране определена целевая группа с 9 до 13 лет. Но так ли это будет, это сейчас будет решать наш Минздрав. А другим путем решения этой проблемы является скрининг. Скринингом тоже охвачен весь мир сегодня. Скрининговая программа, она направлена на то, чтобы при помощи определенных тестов выявить ту или иную патологию шейки матки. Вот скрининг-программа, она работает в нашей стране. Она работает на протяжении 5 последних лет. За время существования этой программы, она финансируется при поддержке Фонда по народонаселению ООН, было осмотрено более 4500 женщин. Среди них было выявлено около 500 фоновых заболеваний и 48 случаев рака шейки матки. Все женщины, у которых была выявлена онкопатология, были направлены на лечение в специализированные учреждения. Все те женщины, которые обратились в скрининг и у которых был диагностирован рак, я хочу сказать, что, наверное, у 1/3 женщин не было вообще никаких жалоб. То есть они просто пришли на то, чтобы пройти скрининг. И это была диагностическая находка, то есть когда рак был диагностирован на нулевой или первой стадии. Конечно, этим женщинам была оказана соответствующая помощь, и качество жизни их значительно улучшилось, и они будут жить и не бояться того, что с ними произошло. Эта программа рассчитана была на 3 года, но при поддержке международных организаций финансирование этой программы продлилось на 5 лет. К сожалению, в этом году, в сентябре, финансирование заканчивается, и какова судьба будет данной программы, пока нам неизвестно. На данном этапе в программе работает 5 врачей, которые специально обучены, которые проходили неоднократно тренинги, лекции как на территории нашей страны, так и за рубежом. В программе работают такие врачи, как Вика Воробьева, Мзия Габеля, Ляна Тужба. Координатором проекта является Рита Трапш. Ну и я. На самом деле эта вакцина доступна в каждой стране.
И не только, как бытует мнение в каких-то там африканских странах, а в Европе ее активно используют. И практически во всех странах мира есть доступ к этой вакцине. В 60 странах эта вакцина входит в национальный календарь. То есть тогда, когда вакцинируются все девочки целевой группы бесплатно. Но в других странах, где она не входит в национальный календарь, могут люди вакцинироваться по желанию, или же, например, если в анамнезе есть неприятные случаи среди близких родственников, тогда, конечно, таким пациенткам особенно рекомендовано вакцинироваться. У меня была пациентка, которая имеет вирус папилломы человека, который у нее персистирует, то есть существует несколько лет. У нее мама имеет рак шейки матки, у ее сестры тоже есть онкология, у нее есть ребенок. Конечно, она пришла к нам в программу и спросила, а где я могу вакцинировать свою девочку, потому что вот у нас анамнез отягощен. Поэтому в детской поликлинике то же самое. 2 года назад в Минск вместе с доктором Эсмой Гуни я ездила на международную конференцию, которая была посвящена именно вирусу папилломы человека. И когда вот я с ней общаюсь, она тоже часто говорит, что очень много мам, а ведь именно туда приходят женщины, у которых дети определенного возраста, да, которые слышали об этой вакцинации и приходят с тем, что они готовы привить своих детей. Вакцина в России на сегодняшний день есть, она есть с 2006 года. Она носит рекомендательный характер, она платная, в национальный календарь не входит. Но в этом году, 3 марта, Москва и Московская область приурочили ко дню борьбы с вирусом папилломы человека акцию. Были проведены бесплатные лекции для всех желающих на базе многих городских поликлиник. Было проведено скрининг-исследование бесплатно всем желающим женщинам, и бесплатно в этот день вакцинировали девочек. То есть это вот Россия. Медицина — это мнение, и человеческая сущность — это мнение. И, конечно, как в любом вопросе, есть и противники, и те, кто за то, чтобы проводить данный проект. Есть очень много неоправданных рисков. Часто женщины задают вопросы, или даже не только женщины, что эта вакцина вызывает смерть, бесплодие, анафилактический шок и так далее, и так далее. Этот вопрос я неоднократно задавала на тех конференциях, на которых я выезжала. Нет ни одних убедительных данных, что есть какая-то связь между бесплодием и вакциной, смертью и вакциной. Такие случаи не зарегистрированы. В прошлом году, кстати говоря, для наших врачей была проведена конференция, профессор Минкина ее проводил, это доктор, который работает, доктор медицинских наук, профессор, который работает в Москве. Она очень четко нам разъяснила, что такое ВПЧ, к чему приводит, если мы встречаемся с этой болезнью, то что нужно делать. И вот говорила в частности о том, что все-таки бороться с этим надо, и, к счастью, есть 2 пути решения. Это скрининг-программа, которая у нас сегодня работает, и вакцинация, которую только планируют вот эту программу ввести. Рак шейки матки занимает 3-е место в структуре заболеваемости среди опухолей в женском организме, и 2-е место после рака молочной железы состоит. То есть я думаю, что это очень актуальная проблема. Учитывая, что этот вирус передается половым путем, а вакцинируя, наши действия направлены на то, что этот вирус уже не будет опасен для организма, то используя 2 пути решения, это скрининг и вакцинация, на сегодняшний день, я думаю, что можно гораздо намного снизить показатели заболеваемости и смертности и, возможно, даже победить это заболевание. Ну и в заключение хочется сказать всем нашим женщинам: берегите себя.